Детские сказки, рассказы, сборники стихов и раскраски. Хади Хутиева внимательно изучает литературу на полках, чтобы выбрать для себя что-то интересное. Она учится во 2 классе и планирует часто посещать библиотеку после открытия Дома культуры в селе Ляжги. Впрочем, Хади уже выбрала, в каком творческом направлении хочет развиваться. Рисовать. Рисовать ди хосхетхон. А рисовать дуа? Пейзажу. Пейзаж. А хай оменьё или цану омех? Цану умяй. По примеру Хади желают пойти и остальные ребята. Сначала строительство они с нетерпением ждут, когда ДК начнет свою работу. Записываться в кружки начали заранее. В Горном Ляжге несколько десятков домов. Здесь проживает чуть более 300 человек. Культурное развитие – важная составляющая любого общества. И поэтому местные жители давно ждут этого открытия. Согласно плану строительства, здесь предусмотрели абсолютно все необходимые помещения для комплексного развития подрастающего поколения. Тут есть помещение для руководителя, методиста, хореографов. И есть кабинет изобразительного искусства, чтобы там дети обучались. То есть для каждого кружка свой Да. кабинет, да? Актовый зал у нас рассчитан на 120 сидячих мест. Мы планируем здесь проводить мероприятия, сходы, другие весомые для нашей республики даты. Просторные и светлые помещения, несколько санузлов, подведены газ, свет, вода и интернет. Строительство объекта с концертным залом на 200 мест началось летом прошлого года. Дом культуры возвели по линии Минсельхоза Ингушетии в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В этом Дом культуры будет функционировать более 15 рабочих мест для жителей этого села. Немногочисленное село. 15 рабочих – это довольно значимый результат. От жителей села, от депутатов сельского поселения были обращения о необходимости постройки социальных объектов. В данном объекте все соответствует нормам проектной документации, также ведет строительный контроль. Территорию вокруг Дома культуры также благоустроили, озеленив и заасфальтировав территорию. Сдать объект в эксплуатацию планируют к Новому году. На сегодняшний день в селе около 70 детей. В следующем году для них здесь также планируют построить детский сад и новую школу. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.